Саламатсыз дарбы урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Что касается ТЭЦ, поручения даны по проверке фильтров на ТЭЦ, и проверкой будет заниматься не Экотехинспекция, а Государственная служба по борьбе с экономической. Саламатсыз дарбы урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Я обещал, что буду стараться часто общаться с аудиторией, к сожалению, часто не получается, работы достаточно много. Очень много вопросов поступает на Facebook, на аккаунт. Стараюсь просматривать. Я заранее извиняюсь перед вами, что не могу отвечать на ваши вопросы оперативно. Очень много работы. Вот сегодня субботний день, 3 часа дня выдалась, мягко говоря, свободная минутка, которую можно вам посвятить. С утра у нас было очень хорошее мероприятие, деловой завтрак с представителями крупного бизнеса. Открыто обсудили очень много вопросов. Так что, наверное, если будут появляться фото, где мы сидим за столом с бизнесом, не ругайтесь, приглашение было со стороны бизнеса, бюджетных денег тут не потрачено. Постарался выписать несколько вопросов, для себя отметить, чтобы ответить на них. Не знаю, сколько времени получится провести в прямом эфире, постараемся максимально уложиться. Отмечал в ленте, что Миргуль Кашбакова, и помимо нее очень много поднимается вопросов с просьбой проконтролировать цены на продукты, что везде все дорого, вопросы по ярмаркам были. Скажу откровенно, мы не сторонники государственного регулирования в правительстве, поэтому тот подход, который был предложен с точки зрения стабилизации цен, он позволяет исключить посредников при реализации товаров и обеспечить товары на ярмарках по доступным ценам. У каждого гражданина есть выбор. Он может пойти в магазин, купить товары по тем ценам, которые есть. Но если многим людям тяжело, и поэтому мы постарались сделать так, чтобы была возможность приобретать товары напрямую у производителей, импортеров по оптовым ценам. Сейчас ярмарки работают на территории торговых центров. Хотел бы тоже выразить им благодарность, что они пошли нам навстречу и разрешили на парковочных зонах возле своих маркетов разместить такие мини-ярмарки по ключевым социально значимым товарам. Там сейчас реализуются яйца, мясо, курица, растительное масло, сахар по оптовым ценам, по сути, по ценам самих производителей, без существенной накрутки. Кроме того, на выходных будут работать большие крупные ярмарки. 26 декабря мы сделаем тематическую ярмарку с привлечением всех регионов. Заранее мы информируем о ценах, которые будут на этой ярмарке. Постараемся сделать такой предновогодний небольшой праздник. Эти социальные вещи, которые нужно делать, чтобы, с одной стороны, не нарушать принципы рыночной экономики, но с другой стороны, обеспечить людям доступность товаров первой необходимости, продуктов питания. И если у нас сейчас этот опыт сложится позитивно, мы, конечно, будем его распространять на все регионы. Нурлан Каныбекович и также многие другие поднимали вопрос доставки товаров из Китая. Проблема на сегодняшний день существует, она, к сожалению, не только в отношении Кыргызской республики. Такие же проблемы по перемещению грузов и в соседних странах имеются, граничащих с китайской стороной. Вопрос санитарно-эпидемиологических норм и требований при перемещении товаров. Китай очень скрупулезно относится к санитарным требованиям, и у нас выставлен очень такой тяжелый алгоритм перемещения товаров. Вместе с тем мы встречались с послом, неоднократно встречались, проводили очень много консультаций с китайской стороной. И понимание есть процесса. Сейчас ведется развитие инфраструктуры с китайской стороны на пункте пропуска Иркиштам. Китайская сторона поддержала инициативу увеличения пропускной способности этого пункта. Торогар находится на высокогорье, там 3800 метров. Там тоже работа ведется, и с нашей стороны мы там строим дезинфекционные туннели и кран по
значит, перегрузки товаров туда принесли. Ну, займет какое-то время, я прошу вас тоже с пониманием отнестись. Это не зависит только от кыргызской стороны, здесь вопрос международных отношений, но работа в этом направлении ведется. Бакытбек Ашимов поднимал вопрос по миграционной амнистии в отношении таксистов, водителей, работающих на территории Российской Федерации. Проблема есть на сегодняшний день, она актуальна. Мы этот вопрос рассматривали еще месяца полтора-два назад на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Этот вопрос был обозначен перед российской стороной. Вопрос будет решаться в двустороннем формате. Коллеги с России тоже с пониманием отнеслись к тому, что за мелкие правонарушения включать в, значит, черный список граждан и не пускать их обратно на территорию Российской Федерации — это, ну, несоразмерная мера наказания, поэтому вопрос решается в двустороннем формате. Он носит юридический характер, потому что требования все-таки административного кодекса Российской Федерации и так далее. Но вопрос решится. Вопрос решится, возможно, займет несколько месяцев, и тоже мы просим здесь вот наших граждан отнестись с пониманием и подождать. Поднимается очень много вопросов по смогу. Я как горожанин, меня этот вопрос тоже очень сильно заботит, и я тоже дышу этим воздухом, как и все мы. К сожалению, так сложились обстоятельства, что много времени было упущено при решении этой проблемы. Буквально вчера мы проводили большое совещание по этому поводу. Почему мы не реагировали раньше? Потому что не хотелось просто проводить совещание ради совещания. Хотелось провести совещание уже с какими-то конкретными предложениями и вопросами. И вот на сегодняшний день у нас уже есть понимание того, что необходимо газифицировать жилмассивы вокруг Бишкека. 5 жилмассивов будет завершена газификация в этом году. И мы вместе с нашими финансовыми институтами разработали программу, они поддержали, для того, чтобы граждане могли получить отсрочку по оплате за установку газового оборудования для отопления. То есть эта программа в понедельник, она будет подписана вместе с «Газпромом» и нашими финансовыми институтами. Аналогичная программа будет принята для установки газового оборудования на автомобили с большим сроком эксплуатации. Но мы с ними ничего не сделаем, честно скажу, потому что автомобили старые, какой бы бензин туда ни заливали, все равно будут выбросы. Поэтому один путь – это перевод на газ старого автотранспорта. У людей будет выбор, мы создадим условия, и, конечно, им решать, будут они переходить на газомоторное топливо, не будут. Но мы со своей стороны создадим все условия. И что касается ТЭЦ, поручения даны по проверке фильтров на ТЭЦ, и проверкой будет заниматься не Экотехинспекция, а Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. У них, я вам откровенно скажу, больше возможностей для того, чтобы проверка была объективная и бескомпромиссная в этой части. И дано поручение по расчету переводу на газ этой ТЭЦ. Если мы выйдем в примерно аналогичные суммы расходов, как сейчас тратится на топливо, то тогда это уже будет основанием для того, чтобы эту работу продолжить в полном объеме. Было очень много вопросов, особенно после заседания Джигурку Кенеша, по выплате социальных обязательств со стороны правительства. Мы неоднократно подчеркивали, и сейчас я еще раз хочу вам повторить, что все социальные обязательства правительства будут выплачены. На сегодняшний день уже пенсии все профинансированы за декабрь месяц. Те поступления, которые сейчас идут, они аккумулируются для выплаты пенсии в начале января следующего года. У нас есть понимание по источникам, по резервам. Все пенсии будут закрыты, социальные обязательства правительства будут выплачены. Более того, я хочу сказать вам, что до конца года мы выплатим все обязательства по внешним долгам за 2020 год. Здесь проблем тоже не будет. Да, ситуация сложная, да, доходы бюджета существенно снизились, есть проблемы, но все социальные обязательства мы закроем, здесь можете не переживать. Очень много в ленте комментариев идет по таможне, по сводному посту. Я вам скажу, что мы решительно настроены этот вопрос завершить.
Сейчас на прошлой неделе мы тоже очень детально разбирались по тех заданию, которое было разработано для сводного поста. С 20 декабря начинается пилотный проект. Руководителю налоговой службы поставлены очень четкие понимания того, что за каждое расхождение в базе пограничной службы и в базе налоговой службы будет нести ответственность уполномоченные сотрудники налоговой и личный руководитель. Сводный пост будет доведен до конца. Вы знаете, что полностью проехал по всем пунктам пропуска, которые у нас есть на границе. Сейчас мы корректируем тех заданий для того, чтобы исключить любой человеческий фактор при корректировке данных прохождения грузов через границу. И в первую очередь это касается периметра внутренних границ с государствами-членами Евразийского экономического союза. Очень много вопросов поступает по стоимости авиабилетов. Дорогие друзья, правительство, конечно, работает в этом направлении. Мы ведем диалог с нашими партнерами с Российской Федерацией. На сегодняшний день, к сожалению, только один регулярный рейс у нас запущен. Это туда-обратно Аэрофлот, и наша авиакомпания один рейс выполняет в неделю. Есть чартерные рейсы, но там они выполняются при соблюдении условий, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Все это связано с пандемией. Сейчас мы присоединились к проекту, разработанному Евразийским банком развития «Путешествуй без ковид». Это цифровая платформа, которая позволяет отследить тесты, которые сданы на коронавирус, в единой электронной системе при перемещении граждан через границы. Мы к ней присоединяемся и ведем постоянные консультации с российской стороной. Вы знаете, у них тоже ситуация непростая с коронавирусом, у нас ситуация непростая. Это наша общая проблема. Как только ситуация улучшится, как только будет больше рейсов, цены отрегулируются уже рынком. К сожалению, пока вот такая ситуация, мы в этом направлении будем работать. Вы не думайте, что правительство не обращает на это внимание. Самое пристальное внимание этому уделяем. Аналогичная ситуация с перемещением наших граждан на территорию Казахстана, с территории Казахстана, проездом, транзитом через территорию Казахстана в Российскую Федерацию автомобильным транспортом. Это все связано с пандемией и с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прошу вас с пониманием отнестись к этому вопросу. Будем вести консультации и с коллегами, и на постоянной связи делаем этот вопрос. Поэтому вопросов в этой части много, но тем не менее будем стараться эту работу вести. Что еще могу сказать? Давайте попробую ответить на пару вопросов в ленте. К сожалению, просто не успеваю прочитывать, очень много сообщений. Опять же, по продуктам питания вопросы я уже об этом озвучил сегодня. По поводу того, заработают ли наши заводы или нет. Смотрите, буквально с октября месяца в ручном режиме мы вели работу по запуску месторождений полезных ископаемых. На сегодняшний день фактически все горнорудные компании возобновили свою работу, исключение по одной-двум компаниям, КАЗ Минералс Бузымчак. Сейчас мы с коллегами 2 дня назад выезжали Госкомитет промышленности, туда непосредственно на месторождение. Сегодня я тоже разговаривал с представителями компаний. Мы надеемся, что на следующей неделе и эта компания заработает. В ходе командировок по регионам я тоже стараюсь максимально уделять внимание производственным предприятиям, заезжаю на предприятия, разговариваю с руководителями, стараемся решать проблемы. Очень много проблем, связанных с перемещением грузов. У кого-то оборудование застряло, у кого-то специалисты не могут заехать. Опять же, пандемия, к сожалению, вносит свои коррективы. Будем эти вопросы решать, не переживайте. Я надеюсь, что
очень много работы, совместными усилиями мы с вами сможем сделать. Постараюсь по мере возможности выходить в эфиры, по мере накопления вопросов постараюсь на них отвечать. К сожалению, просто очень много работы, физически просто не успеваю много просматривать сообщений, кому-то в онлайн-режиме отвечать. Прошу с пониманием к этому относиться. И давайте до новых встреч тогда, ребят. Спасибо.